17-й квартал. В каждом выпуске мы знакомимся с участником, раскрывая интересную историю жизни и их представления о внешнем мире, которые они никогда не видели глазами, но чувствуют сердцем и руками передают все свое мировоззрение через живопись. Я вижу сердцем. Всем привет! Меня зовут Марика Амосова. Мы находимся в прекрасной студии под названием Home Decor ЕКТ. Со мной рядом сидит Илья. Это первый участник проекта «Я вижу сердцем». В нем примут 7 человек, которые не видели мир глазами. Некоторые с рождения, либо кто-то родился уже незрячим. Илья, спасибо тебе, что ты такой не побоялся прийти, принять участие и быть первым. Пожалуйста. Скажи нам, пожалуйста, и расскажи, что мы будем делать. Я хочу нарисовать картину, которая называется «Природа». Какие цвета мы будем использовать? Голубой, зеленый, красный. Так, и что ты хочешь изобразить там? Я хочу изобразить природу, всю природу, вот реку, город, травы. Все, что связано с природой. Наша цель – это показать на примере холста. Мы будем работать с материалами холст, масло, кисти, масляные краски. Для того, чтобы будем разговаривать, беседовать с Ильей, как он представляет мир, как он ощущает его, какие цвета использовать, я буду твоими руками и твоим проводником. Хорошо. А еще есть такая вот фишка, мы сделаем полотно из пластилина, где ты будешь наглядно показывать размещение, где что будет находиться. Хорошо. Ну что, приступим? Приступим. Я полностью незрячий, потому что, да, я родился таким. У меня ретинопатия 5 степени. У меня есть мама, папа, сестра, бабушка, дедушка, 3 двоюродных брата. Ну и вообще расскажи, вот тебе 16 лет. Да. Как тебе живется в мире, когда ты не видел вообще его? Как ты его представляешь? И как сложно или даже наоборот легко? Вот просто мироощущение, расскажи, как ты в нем живешь. Нам интересно всем. Мне хотелось бы, конечно, видеть, сложновато, если честно, но я это преодолеваю. Да? Мне кажется, этот мир, мне кажется, все же вот красивый, да, вот природа, как его создала. Как ты его представляешь? Небо какого цвета? Голубого. Ты ощущаешь? Вот ты мне сказал до этого, что тебе нравится голубой цвет. Такое яркое оно, да, вот, по моим ощущениям. Просто сейчас я хочу проникнуть в твой мир. Можно? Можно. Вот. Тогда ты проникни в мой мир, и мы будем обмениваться, хорошо? Хорошо. Вот. А небо, вот, есть же облака в небе. Есть. Это ты знаешь по теории, что они есть. А ты их видишь, представляешь в своем воображении внутри себя? Они как пар. Как пар. Водяной. А откуда ты знаешь, что пар водяной такой? Ты его чувствовал? Я это чувствую, когда вот дождь идет. То есть поднимается пар, когда дождь идет. Ты это чувствуешь? Да, из теории географии я тоже знаю, что вот когда климат меняется. А ты чувствуешь, когда хочет прийти, например, дождь? Я этого не чувствую, если... Честно быть. Честно, ага. Так, ладно. Так, опиши себя, как ты выглядишь. Глаза у меня голубые. Можно посмотрю? У тебя они голубые, зеленые и еще какие-то серые. А это из-за того, что, может быть, я не вижу, вот, и то, что, зрение, с глазами проблемы. Цвет у тебя очень красивый. Да. Прям вообще, мне кажется, они даже по настроению могут меняться. Да, может быть. Ага, все, с цветами глаз мы разобрались. Далее. Волосы, я думаю, что они такие, светлые. Но они у тебя русые. Светленькие, да. Да. Но ты не брюнет и не блондин. Ты между.
Лицо, я думаю, что оно тоже светлое такое. Как вы выбираете одежду, что надеть, вот, допустим, сегодня? В основном помогает мама. Мгм. Любимое блюдо? Почему? И опиши его. Пельмени, мне нравятся, потому что они, да, вот такие вкусные, да, вот так. Форма такая кругленькая, особенно когда их жаришь. Больше ощущается форма, да? Да. Ты еще рассказывал, что ты их сам любил. Да, мне когда-то я это делала с бабушкой. Любимый фильм? Любимый цвет мы уже сказали, голубой. Теперь любимый фильм. Фильмы, если честно, я не смотрю, но у меня есть политические передачи. О, серьезный парень. Политические передачи. А какие? Ну, такие как 60 минут или время покажет, или новости я смотрю. Все это я смотрю. Если я мог увидеть прежде всего в мире, ну, представь, что ты сможешь увидеть, да? В первую очередь увидел бы что? Продолжи. А прежде всего я увидел бы полностью, как выглядит вот мама, папа и все остальные члены моей семьи, вот сестра. В первую очередь я бы увидел бы это. Сегодня у нас завершающий день с Ильей. Мы сегодня должны закончить. Мы хотим закончить нашу картину. Расскажи, пожалуйста, что тебе больше всего понравилось и вообще свое мнение, мысли об этом проекте? Но больше всего мне понравилось общение, да и создание, вот что-то новое я все равно создавал. А вот мнение об этом проекте у меня, можно сказать, на 5, да, вот, то есть отличное, вот, все, понравился мне этот проект. Что-нибудь новое узнал? Узнал. Цвета, наверное, да, красок? Ну да. Тюбики и кисточки. Вообще, как мы определяли центр, золотое сечение картины, композицию, какие тут есть математические вычеты, то есть это все очень сложно, по идее, да? Ну да. Теперь у Ильи есть картина, по которой, по его представлениям, мы написали природу. Мы изобразили траву, деревья, большой белый круг, и в нем квадрат голубой рамкой белой, зеленый круг, и внутри зеленого круга красный прямоугольник. В общем, получилось необычно. Да, ты прям все это представляешь. Вот. И вот этот вот, как в большом круге квадрат, это какой-то круговорот же, да, ты говорил? Ну что, мы завершили картину. Рассказывай про свое произведение. Что ты изобразил? Что для тебя представляет эта картина? И что она олицетворяет? И что она показывает и символизирует? Эта картина создана так, как я представляю себе этот мир. На ней изображена природа, река с камнями желтыми. Я подумал, что желтый цвет он подойдет вот для камней. Травы зеленые у меня. Горы такие с вулканом. Вулканы у нас это 4 точки оранжевые и снизу красная стрелка. Ну, треугольник, то есть. Город. Город где у нас находится? В центре. Я изобразил его так. Сначала большой белый круг. В этом круге белый квадрат с голубой рамкой. В этом квадрате зеленый круг. И в этом круге красный квадрат. И что это означает? Это очень интересная форма. Это означает, как будто бы это круговорот. А круг большой находится в квадрате самой рамки. Ну, картины, то есть еще. Да. А картина квадратная находится на круглой планете. Да. Поэтому это жесткий круговорот. Да. Это очень жесткий круговорот. Теперь, что такое возле травы зеленой синие квадраты? Это кто или что? Это деревья. Почему деревья квадратные и синего цвета? Это вот по моим представлениям так получилось, вот что мне больше подошли вот такие цвета. Угу. Теперь объясни,
кто такие яркие, оранжевые, полукруги, похожие на Луну, а мы определили, что это мандаринчики, дольки. Это тоже деревья. Вот. И я подумал, что так красиво будет, вот, По-твоему. по-моему. Да. Да. Вообще все, что изображено на картине, это все по желанию Ильи. Он мне говорил детали, цвета, мы выбирали даже зеленые оттенки, отталкиваясь, что есть темные, есть светлые. Мы каждую деталь разрабатывали, он показывал, где будет располагаться деталь на вот пластилиновой основе, и мы потом переносили ее на холст, писали красками, и вообще теперь, вот я просто описала, как это все происходило. Теперь расскажи вообще в целом о проекте. Мое мнение о проекте такое, что этот проект, мне кажется, очень даже отличный. Вот этими словами я могу выразить вот то, что он показывает, вот, да, вот, всю душевную как бы красоту. Мне кажется, это мое мнение. Как я уже говорил, эта картина создана так, как я представляю себе этот мир. И ты ее создал для других людей, чтобы они увидели твой мир. Да, Именно. совершенно так. Илья хочет стать, когда вырастет, преподавателем чего? Преподавателем истории. Угу. И поэтому сейчас он довольно углубленно учит историю и политику. Совершенно верно. Но мы завершаем. Что ты пожелаешь нашим зрителям, которые все увидят нашу проделанную работу? Если признаться честно, то я воспользовался руками Марики. Вот, они слушались и подчинялись, и изображали все, что хочет показать вам Илья. Правильно? Да, правильно. И всем зрителям, кто сейчас смотрит, желаю душевной теплоты, вот, чтобы у них все было вот хорошо. Хочу подарить эту картину президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу. Так что, Владимир Владимирович, если вдруг вы нас увидите, эта картина уже ваша, только мы не знаем, как вам ее подарить, да? Так что хочу сказать зрителям, прошу вас, пожалуйста, не ругайтесь на Владимира Владимировича Путина. Каким бы он президентом там не был, плохим ли, но все равно он что-то для народа делает хорошее. Я считаю так. У нас есть стабильность при нем. На этой прекрасной ноте мы завершаем свой первый выпуск. Встретимся скоро. Пока-пока. До свидания.